мы очень рады всех вас видеть. Сегодня мы для вас организовываем вебинар совместно с компанией AV Frontiers. Это управляющая компания фондами, основным учредителем которой является американская некоммерческая организация ACDI VOCA. Сегодня мы поделимся с вами информацией о том, как получить доступ к долгосрочному капиталу и технической поддержке, позволяющему вашему бизнесу укрепить свои позиции на рынке и открыть новые возможности для роста и развития, да, путем как раз-таки вот инвестиций. Модерировать вебинар буду я, меня зовут Ильнура Алмасканова, я являюсь специалистом в Центре развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек. Позвольте для начала озвучить небольшие правила сегодняшнего вебинара. Да? Пожалуйста, убедитесь в том, что вы выключили микрофоны, все, кроме спикера. Это делается для того, чтобы мы не мешали друг другу. Далее, сегодняшний вебинар записывается. Видеозапись мы вам отправим на электронные почты и также разместим на наших социальных сетях для того, чтобы вы могли еще раз просмотреть и сделать для себя полезные заметки. Далее, пожалуйста, все, кто сегодня участвует на этом вебинаре, убедитесь в том, что вы включили, то есть добавили свои имена и фамилии, да, чтобы вот не было таких названий, как iPhone или Mi. Это очень важно для нас, это делается для регистрационной формы. И далее про вопросы и ответы. Все вопросы касательно темы сегодняшнего вебинара мы озвучим после презентации спикера. Как раз у нас будет такая сессия «Вопросы и ответы», и у вас появится возможность написать ваши вопросы в чат-бокс, либо же включить микрофоны и озвучить их напрямую нашему спикеру. Ну и в начале каждого вебинара мы, конечно же, традиционно уже делаем очень короткую презентацию про цели и миссии нашего Центра развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек. И для этого я передаю слово нашему директору Искендеру Шашееву. Искендер, прошу вам слово. Спасибо, Эльнура. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Приветствую вас, Фархат. Рада видеть вас сегодня на вебинаре. Так, видно ли мою презентацию? Презентацию видно, вас хорошо слышно. Отлично, тогда позвольте мне сказать несколько слов о ПИК Бишкек. ПИК Бишкек – это центр бизнес-инноваций, да, в Кыргызской республике, финансируемый правительством Великобритании, UK. Это вот часть такого большого проекта ПИК Кыргызстан. ПИК Кыргызстан – это у нас практически там в команде 15 человек. Мы планируем, да, недавно у нас состоялось открытие ПИК ОШ, и планируется также либо в Нарыбне, либо в Караколе открытие, то есть на Иссыкульской области открытие следующего пика, да, это в планах у нас. Для чего мы созданы? Да? Мы созданы для того, чтобы помогать малому и среднему предпринимательству, микро, малым и средним предприятиям в Кыргызской республике расширяться, увеличиваться, да? Потому что вот до недавнего времени таких проектов было очень мало. Вы не поверите, но у нас до сих пор, да, в школьной программе нет такого предмета, как предпринимательство, хотя 80% государственного бюджета формируется предпринимателями, и 20% это международные гранты и так далее. То есть практически предприниматели своими налогами, они все предприниматели платят налоги. Те, кто платят своими налогами, собирают в среднем по 3 миллиарда сом, да, в год, 3, 2, извините, неправильно, по 80-100 миллиардов сомов в год собирается с налогов с предпринимателей. И 60% всех предпринимателей – это малый и средний микробизнес. То есть, а для них нет дополнительных знаний, да? Все приходится самим изучать. Поэтому появление таких бизнес-инкубаторов, центров инновационного развития – это очень важно, я считаю. И мы таким образом способствуем развитию, да, предпринимательства в Кыргызстане, стараемся укреплять наше государство. Проект действует в Кыргызской республике, Республике Таджикистан, там же тоже такой пик имеется, да, пик Душанбе. Проект реализуется DAI Global организацией. У нас можно пройти инкубационные акселерационные программы для того, чтобы прокачать свой бизнес, получить трендовые знания, да, как развивать, масштабировать бизнес. У нас собирается пул менторов и консультантов. Там есть профессионалы как в консалтинге, так и
практические бизнесмены. У нас ведутся тренинги, вебинары. Один из таких вот мы рады приветствовать сегодня. Формируется международная сеть деловых связей. У нас есть партнеры ГЕН, да, это глобальная сеть предпринимателей. Там в 160 странах есть представительство. Есть электронная платформа знаний, и мы формируем сеть связи с инвесторами. И вот один из инвесторов, который часто посещает наши демонстрационные дни и просматривает, да, те заявки, которые поступают нам на акселерационные программы, то есть их выпуски, да, у нас. И, возможно, ну, в случае, если совпадает много параметров, условий, это тот, кто может проинвестировать, да, и подробно, как это делается, сегодня расскажет как раз наш вот партнер, да, наш сегодня основной спикер, это Фархат. Это вот как раз AV Frontiers, да, организация. Поэтому мы такую сеть инвесторов создаем, стремимся ее постепенно расширять и повышать качество наших выпускников, чтобы они были интересны для инвесторов. В целом мы уже провели 6 программ, да, 6-я программа у нас сейчас начинается, это программа по электронной коммерции. Также ну, у нас была программа BASP, кстати, мы ранее активно ее рекламировали, сейчас мы ее закрыли по определенным причинам, да, это и пандемия, это и, получается, определенные моменты. И мы успели за время работы этой программы 46 компаний провести бизнес-диагностику, 27 компаний получили субсидию на оплату услуг консультанта до 85%. У нас также проводятся международные и местные мероприятия. В международных мероприятиях мы впервые в истории Кыргызстана в прошлом году запустили международный чемпионат по предпринимательству, да, национальный финал провели. И у нас вот 2 компании, которые участвовали, попали в топ-100, и 1 компания попала в топ-25, да, финалистов по миру из 160 стран. В этом году мы также национальный финал устраиваем, также национальные организаторы, и у нас вот уже прошло 2 этапа оценки, судьи, предприниматели оценили свыше там 50, 60 или 40 стартапов нам подалось. И уже скоро мы объявим проведение национального финала. Это тоже будет открытое мероприятие. Отслеживайте, пожалуйста, наши соцсети. Посмотрим, кто победит. Да, это кто-то уже подал. Напоминаю, тот, кто победит в международном турнире, тот получит $500 000, ну, грантовых средств, да, получается. Даже 2-3 место, там есть определенные суммы грантовых средств. И также мы вот впервые участвовали, принимали участие в организации с нашим партнером «Предприниматель» такого форума, на котором 7 миллионеров, ну, один, пусть даже бывший миллиардер, но тем не менее, да, 7 миллионеров пришли, приняли участие, рассказали, как они раскручивали свой бизнес. Их рассказы очень вдохновили. Бизнес можно вырастить из самых простых вещей, да, миллионером может стать из самых простых вещей. Средний срок времени, за которое ты становишься миллионером, это примерно 7 лет. Очень интересный был форум. И другие мероприятия тоже мы проводили. Также у нас ведутся вебинары, гостевые лекции, на них принимают участие профессионалы, да, международного класса и наши отечественные профессионалы. И у нас международный пул менторов, да, то есть также. И некоторые наши выпускники согласились, поделились своими историями успеха. Они говорят, что, конечно, много факторов сложилось, чтобы у них успех произошел, но спасибо им, они также говорят, что и участие в программах ПИК тоже дало определенную свою большую роль. И вот есть у нас история успеха наших выпускников, тоже на нашем сайте, все это опубликовано, в соцсетях тоже опубликовано. Это наша команда ПИК Бишкек, 4 человека. Я надеюсь, что пандемия, сейчас ужасно растет статистика по пандемии, надеюсь, что это прекратится, национальная вакцинация произойдет, и мы с вами будем рады увидеться лично в нашем офисе в «Авангарде», да, в бизнес-центре «Авангард». Это наш сайт, эти наши вот соцсети, где мы есть. На YouTube-канале очень много контента полезного для бизнесменов, так что заходите, подписывайтесь, смотрите, проверяйте наши обновления, новости, потому что я думаю, что мы стараемся самое лучшее для предпринимателей, для микро, малого, среднего бизнеса, весь фонд знаний, все хорошие новости принести. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, Эльнура. Спасибо, Искендер, за презентацию. Приветствую новых участников, кто добавился во время, да, презентации.
Искендера. Также в продолжении презентации Искендера приглашаю всех подписаться на наши социальные сети еще раз. Там вы найдете очень много интересной информации для развития вашего бизнеса. И напомню, что сегодняшний вебинар организован Центром развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек совместно с компанией AV Frontiers, управляющая компания фондами, основным учредителем которой является американская некоммерческая организация ACDI Voca. Спикер сегодняшнего вебинара, позвольте представить, Абдырахманов Фархат, инвестиционный менеджер в компании AV Frontiers. Наш спикер Фархат имеет 10 лет опыта работы в финансовом секторе, в качестве портфольного менеджера, большой опыт финансирования малого и среднего бизнеса в банковском секторе, начиная со специалиста и заканчивая региональным координатором кредитного управления. Вот такой вот у нас сегодня спикер. Фархат, тогда передаю слово вам. Мы уже сделали вас ко-хостом. Спасибо, Эльнура. Здравствуйте всем, уважаемые участники. Спасибо команде ПИК, во-первых, за то, что пригласили, дали возможность рассказать небольшую информацию, поделиться небольшой информацией относительно инвестиций, ну и небольшую информацию о нашей компании, какого рода инвестиции мы предлагаем. Давайте я поделюсь экраном. Фархат, извините, а можно чуть-чуть громче, пожалуйста? Спасибо. Да, постараюсь. Видно ли презентацию? Да, видно. Да, презентацию видим. В полноэкранном режиме, да? Нужно будет переключить. Секунду. Здорово, все видно. Давайте. Ну, все мы знаем об инвестициях, много слышали о инвесторах, о инвестиционных фондах. И вот хотелось бы чуть-чуть рассказать именно об инвестициях, которые осуществляются у нас в Кыргызской Республике и также в Центральной Азии. Какие есть инвесторы, какие инструменты есть. Инвестиционный фонд, вообще понятие, это вот учреждение, которое осуществляет коллективные инвестиции. Если вот на экране, это вот схема традиционной инвестиционной деятельности, где вот именно средства, как видите, средства малых здесь инвесторов, как и физических лиц, как и юридических лиц, аккумулируются в одном фонде, и оно передается под управление профессионала, так называемым управляющим фондом компании, который в дальнейшем уже осуществляет именно инвестиции непосредственно в компании, распределяет их для того, чтобы обеспечить в дальнейшем уже непосредственно инвестору возврат этих средств плюс возврат доходам, именно обеспечить доходность вложенных инвестиций. Вот. Почему инвесторы вот больше выбирают такой подход? Есть несколько преимуществ для инвестора именно. Во-первых, инвесторы свои свободные средства передают именно под управление профессионала, той компании, которая именно осуществляет инвестиции. Компания, которая именно владеет своей командой профессионалов, и где есть инвестиционные менеджера, где есть инвестиционные аналитики, есть свои юристы, специалисты, консультанты именно в данной сфере, которые именно осуществляют инвестицию управляющая компания. Во-вторых, это возможность диверсифицировать именно свои инвестиции. Мы понимаем, что да, с маленькой суммой мы далеко не сможем инвестировать в разные компании. Да? Вот именно коллективно собирая в одном фонде, у инвесторов есть возможность инвестировать в разные проекты. Также один из преимуществ для инвестора – это то, что за счет того, что в фонде формируется большая сумма денег, и они за счет этих средств организуют большой портфель, и это управление осуществляется одной компанией, и, соответственно, для инвестора есть возможность снизить именно стоимость обслуживания. Вот. Если говорить об инвестициях, есть разные виды, и так называемые тоже портфельные инвестиции, где инвестиции напрямую осуществляются за счет покупки ценных бумаг, акций, облигаций как частных, корпоративных компаний, так и государственных компаний.
Есть также другой вид, который называется именно реальные инвестиции, или так называемые еще, мы их называем еще прямыми инвестициями, когда инвестиция осуществляется напрямую в компании, в активы компании, в действующие активы компании. В основном для чего берутся? Для того, чтобы реконструкцию сделать в оборудовании, или купить новое оборудование, расширить производственный потенциал компании, или на постройку нового помещения, складских помещений, также могут быть направлены на оборотные средства. Вот. Отличие от двух видов инвестиций в том, что кроме того, что одни инвестируют в ценные бумаги, а вторые инвестируют в реальные компании, да, еще в том, что в первом случае в портфельных инвестициях инвесторы фактически не принимают никакого участия в управлении, то есть это является более пассивными инвесторами. Во втором случае, в большинстве случаев инвесторы принимают прямое или косвенное участие в развитии компании. Вот. Также хотелось бы чуть-чуть рассказать именно о тех инвесторах, которые вот и осуществляют именно прямые инвестиции в компании. Первый из них – это вот так называемые бизнес-ангелы. Вы, наверное, многие слышали об этих бизнес-ангелах. Это, в основном это, скажем так, инвесторы, которые, во-первых, являются друзьями, знакомыми, и родственниками, может быть, и родители предпринимателя, которые готовы поддержать проект. Потому что бизнес-ангелы, они больше инвестируют в компании, в проекты на стадии концепта, на стадии так называемого посева, когда только зародилась идея у предпринимателя, но нет ни финансовых возможностей и ни команды, которая могла бы реализовать проект. Вот. Бизнес-ангелы, они вот в основном инвестируют в такие компании. Конечно, кроме родственников, есть и индивидуальные предприниматели, которые именно ориентируются в таких небольших компаниях, которые хотят вложиться в небольшие компании и получить за счет этого хорошую прибыль. Есть так называемые еще венчурные фонды, венчурные инвесторы. Это почти то же самое, что бизнес-ангелы, но по объемам инвестиций у них чуть больше. Они вкладывают не на стадии концепта, а больше на стадии стартапа проекта или на ранней стадии компании, когда компании только появились и только начинают расти. Эти оба инвестиционные инвесторы в основном вкладывают в долю. То есть если они инвестируют в компанию, то не как долговой инструмент дают, а больше как долю. И обычно берут до 50% доли в компании. Инвестиции, конечно, да, у них небольшие. Венчурные фонды еще отличие от бизнес-ангелов в том, что они больше ориентируются на IT-проектов, на которых, как мы знаем, IT-проекты дают за короткие сроки, могут дать большой эффект, большую доходность. Поэтому они вот инвестируют больше в IT-секторе. Вот, учитывая, что эти проекты, не то что проекты, компании на таких стадиях, они более рискованные, но это компенсируется за счет именно возвратности средств инвестору. И также так называемые есть фонды прямых инвестиций, equity fund, которые, в принципе, больше инвестируют в компании, на зрелые компании, в компании, которые уже давно работают на рынке, где узнаваемый бренд у компании. Такие компании вот, в основном могут инвестировать в компанию в качестве доли и обычно выкупают от 50 могут вплоть до 100% капитала выкупить в компании. Или также могут предоставить долговой инструмент, в отличие от первых двух инвесторов. У них, конечно, инвестиции менее рискованные, такой же продукт работающий, компания работающая, приносящая стабильный доход. Также хотел бы рассказать дополнительно о жизненном цикле компании. Вот зная именно жизненный цикл компании, предприниматель может для себя определить инвесторов, к какому инвестору он может обратиться. Как вот видите, есть несколько стадий компании. Вот первая стадия – это стадия концепта, когда, как я уже говорил, идея как бы зародилась только у предпринимателя в голове, но еще как такового физического продукта не существует.
Вот в данном случае, как я уже ранее говорил, такие проекты могут уже обращаться к бизнес-ангелам напрямую, то есть могут уже целенаправленно искать таких инвесторов и обращаться уже со своим проектом. Следующим у нас есть стадия, это стартап-проект, где уже как бы проект уже прошла стадию идеи, да, есть уже физически какой-то продукт уже разработан, идея уже реализуется, есть небольшая команда, которая может реализовать данный продукт, есть какие-то первые клиенты, на которых они уже протестировали свой товар или услугу, провели бета-альфа-тест, так сказать. Также следующая стадия – это вот проекты на early stage, так называемые ранние стадии. Компания, в принципе, уже может работать уже на рынке, она уже может как минимум уже год работает, есть продукт, который уже опробован и уже который имеет определенный спрос на рынке. Есть уже у компании есть, так сказать, клиентская база уже сформированная, компания уже имеет штат сотрудников, команду специалистов, которые могут реализовать проект и сделать хороший вклад в развитие компании. Таким компаниям больше подходят, как я уже говорил, более венчурные фонды. На компаниях отличие от early stage компаний, это такие компании еще могут быть не обязательно прибыльными, они могут быть пока еще не прибыльными, но генерируют определенную выручку. Вот. Следующая стадия – это вот компания на стадии growth stage, на стадии роста. Такие компании уже имеют такие характеристики, как что работает на рынке уже более 2-3 лет, продукт уже узнаваем многими, определенную долю рынка они уже охватили, есть своя клиентская база постоянная, есть возможности роста. И такие компании уже вышли уже на прибыль и генерируют определенную позитивную отдачу для учредителей. И компании такие уже более могут быть привлекательны для других инвесторов, могут быть проданы, могут выйти на первичное IPO. И такие вот, и следующие это вот более зрелые компании, где уже заметно компания как бы уже достигла определенных успехов в своей жизни. То, что могла расти 70-80%, уже достигла, и есть еще определенные возможности для роста. Есть менеджмент устоявшийся, корпоративная культура, может быть, есть у компании уже. Ну, довольно-таки крупная компания. И они могут оставаться вот стабильными, прибылеприносящими уже на долгие года как бы. И такие компании уже могут искать для себя инвесторов именно в виде вот фондов прямых инвестиций. Ну, деклайн – это на стадии уже снижения, это, в принципе, устоявшаяся с большой историей компании, которые не сильно озабочены тем, чтобы расти дальше. Ну, такие компании обычно это крупные компании, у которых есть активы, в принципе, есть и прибыль, которая генерируется, рынки были уже охвачены, и у таких компаний обычно есть доступ к традиционному финансированию, и они обычно могут обращаться в банки или в финансовые институты. Вот. Какие могут быть инструменты, которые предлагают инвесторы? Вот. Один из первых, это вот нам всем известно, это инвестиции в капитал, когда инвестор входит в качестве участника компании. Основными характеристиками вот является именно изменение структуры участников, доли участников будет меняться. Возможно, инвестор в данном случае пожелает, так скажем, чтобы он принимал активное участие в управлении компанией. Она может выражаться тем, что компания попросит место в совете директоров, либо попросит, если нет совета директоров, создать совет директоров. Может также напрямую попросить условия, чтобы заменили ключевых сотрудников, таких как директоров или там начального руководителя по маркетингу и других. Ну, такие могут быть изменения. Конечно, нет никакого требования относительно обеспечения, так как уже компания-учредитель передает долю своих прав в компании. И
нет, конечно, периодически каких-либо постоянных обязательных платежей. Инвестор, который инвестировал, он будет также надеяться на ту же прибыль, что и получает учредитель. Ну, конечно, в соотношении его доли. Второй вид инвестиций, тоже активно используемый инвесторами, это так называемый долговой инструмент мезонин. Мезонинный инструмент – это можно описать как гибрид между инвестицией в капитал и обычным традиционным кредитом, потому что данный инструмент носит в себе черты инвестиций в капитал и обычного кредита. Во-первых, есть все черты долгового инструмента. Это, во-первых, требования есть по залогу, есть обязательные какие-то периодические платежи по обязательствам. Похоже, что именно на капитал это то, что инвестор в данном случае тоже может попросить, чтобы он принимал участие в управлении. Может быть, и не прямое, но какое-то косвенное управление. Возможно, как я уже говорил, он может попросить именно, чтобы ему дали возможность участвовать в совете директоров компании, где будут решаться именно стратегические вопросы по развитию компании. Ну и отличительная черта, то, что здесь не меняется структура владельцев. Это, конечно, не весь спектр услуг, продуктов, которые предлагают. Иногда и некоторые инвесторы в основном предлагают также и смешанное финансирование, когда какую-то долю предлагают в качестве инвестиций в капитал, а какую-то долю предлагают в качестве долгового инструмента. Ну, также есть и другие инструменты, так называемые долговые инструменты с возможностью именно трансформации в будущем в долю в компании. Когда вот, если инвестор, так скажем, инвестировал в компанию, где дает определенно 3-4, в течение 3-4 лет там, на инвестированную сумму начисляются какие-то проценты, а потом в последующем, в будущем эти проценты по истечении 3-4-5 лет уже трансформируются в долю в компании. Вот такие есть разные инструменты. Какие преимущества вот именно инвестиций, прямых инвестиций в компании? Во-первых, это доступ к долгосрочному капиталу. Если сравнивать вот стандартным банковским кредитованием, то все мы знаем, что банки в основном предлагают долгосрочные кредиты. Максимальный срок, который может банк предложить, это для бизнес-кредитов, если говорить, то где-то до 5 лет. А в данном случае инвесторы могут предложить как минимум от 3 лет до 10 лет. Это хороший инструмент, на самом деле, который позволит именно компании аккумулировать свои доходы и реинвестировать ее на развитие компании. Если говорим о долговом инструменте, то гибкий график погашения возврата. Как мы знаем, банки предлагают единый подход для всех клиентов. Да? У них ежемесячные погашения в виде аннуитета, либо равными долями. В данном случае с инвестор может предложить именно ежеквартальные погашения, либо один раз в полгода, либо может предложить такой график, что будет зависеть именно от ваших кэш-потоков, от доходов компании. Особенно хорошо подходит для компании, если в компании, в бизнесе наблюдается сезонность. Вот в данном случае именно ваше погашение будет формироваться именно от объема поступления денег от бизнеса. Третье еще преимущество – это заинтересованность инвестора в росте компании. Почему инвестор заинтересован? Во-первых, от этого зависит доходы самого инвестора. Поэтому он будет заинтересован в том, чтобы компания могла ваша успешно расти и принести ожидаемую его доходность. Обычно инвестор в период сотрудничества предлагает своим компаниям, так сказать, техническую поддержку. Как она может выражаться? Например, могут привлечь каких-то консультантов, либо экспертов именно в той области, в которой вы работаете. Именно экспертов, которые имеют большой опыт, зарубежный опыт, которые могут помочь вам помочь оптимизировать ваши бизнес-процессы. Вот. Также, если говорить о вхождении в капитал, то можно быть уверен в том, что
каждый инвестор, инвестируя в компанию, он не ожидает там оставаться навсегда. У них в планах уже предварительно ставится, что они в течение 5 или 10 лет выйдут из бизнеса. И вы можете быть уверены в том, что через 5 или 7 лет инвестор выйдет из бизнеса, и у вас будет возможность выкупить вашу долю и быть единственным учредителем. Да? Либо же у вас будет возможность привлечь именно стратегического инвестора, более крупного инвестора, если есть в вашей компании возможность расти еще. Индивидуальный подход для каждого проекта. Да, если сравнивать опять-таки с банками, мы знаем, что банки тоже предлагают свои кредитные инструменты, как рекламируют, что у них индивидуальный подход для каждого проекта, для каждого клиента. Но если брать как есть, то на самом деле банки обслуживают, в каждом банке может обслуживаться от 10 тысяч до 200-300 тысяч клиентов. И когда они говорят, что для каждого клиента индивидуальный подход, я сомневаюсь в этом, потому что, как мы знаем, банки работают по шаблону, по процедуре, по положению, и они для всех клиентов своих принимают один шаблон. Но в случае с инвесторами, то здесь, да, они на самом деле могут предложить индивидуальный подход для каждого клиента, для каждого бизнеса, исходя из его индивидуальности бизнеса именно. Могут пойти навстречу так же, как по требованиям по залогу. Могут быть и мягкие требования, очень мягкие по сравнению с банками. Могут, как уже ранее говорил, там гибкий график предложить погашений. Вот. Также одна из преимуществ – это рост инвестиционной привлекательности. Если в компанию инвестировал какой-то инвестор зарубежный, то это уже в компанию дает определенный goodwill. Я бы сказал, что она повышает репутацию, именно инвестиционную привлекательность этой компании, так как это говорит о том, что уже этому клиенту, этой компании, руководителям можно доверять, что компания, в принципе, может работать прозрачно и на взаимных довериях. И это очень хорошо для компании, если она в будущем планирует для себя именно привлечь стратегических, более крупных зарубежных инвесторов для того, чтобы выйти там в зарубежные рынки. Конечно, у продукта есть и свои недостатки, которых тоже стоит отметить. Первое – это то, что стоимость привлеченных средств. На самом деле, однозначно могу сказать, что у венчурных фондов и также ангельных инвесторов, да, ожидания у них высокие, и по сравнению с банковскими инструментами, традиционными кредитами, стоимость будет выше. У фондов прямых инвестиций, да, у некоторых может быть и тоже выше, но или на уровне банковских инструментов. И, конечно, у нас здесь, на самом деле, я бы рекомендовал рассматривать как бы частные инвестиции не с точки зрения, что вы получаете денежные средства и должны оплатить такую-то стоимость. Да, мы знаем, что когда люди подходят в банк, они всегда спрашивают, сколько можете дать и какова будет процентная ставка, да, и мы знаем, что будет там, если 10% или 15%. Но в данном случае я бы рекомендовал смотреть на стоимость инвестиций не с точки зрения просто стоимости, а именно с точки зрения, что вы можете получить вместе с инвестицией. Вот учитывая уже упомянутые преимущества, то, что доступ к долгосрочному капиталу, гибкие графики, погашение, техническую поддержку, рекомендовал бы рассмотреть с точки зрения, получив инвестицию, каких успехов вы можете достичь, каких цифр, я не знаю, каких планов вы можете достичь для себя. Если на самом деле ожидания высокие, то я бы рекомендовал смотреть именно с этой точки зрения. Также одним недостатком является то, что инвесторы обычно рассматривают долго, чем банки. Да, мы знаем, в банках там могут выдать, в зависимости, конечно, от суммы, начиная от того дня, то в течение 2-3 недель могут одобрить и выдать кредит, и уже средства будут у вас на руках. Но в данном случае с инвесторами для них требуется больше сроков. Почему? Потому что в отличие от банков, если банки анализируют только текущее финансовое состояние ваше, то инвесторы анализируют текущее финансовое состояние, также и ваши возможности роста в будущем, ваши возможности охватить рынок, возможности сектора, вообще весь спрос на товар, они глубокий анализ делают, привлекают специалистов
консультантов, поэтому это занимает определенное время для анализа. И в среднем можно сказать, что где-то 2-3-4 месяца может занять, а может быть и больше в некоторых случаях. Вот. Как привлечь, да, вот вообще, что сделать, чтобы привлечь инвестиции? Во-первых, бизнес-план, который состоит из следующих пунктов. Во-первых, надо описать продукт, описать ваш продукт, вашу услугу, какую именно проблему вы решаете и какое решение получает конечный выгодоприобретатель, почему именно ваш продукт лучший. Также стоит описать рынок и конкурентную среду. Надо описать целевой рынок, потребности целевого рынка, барьеры, которые есть на рынке, потенциал роста, какую долю вы в данное время именно занимаете на рынке и какую долю можете занять в будущем. Можно даже провести свод-анализ определенный о сильных, слабых сторонах вашего продукта, об угрозах, о возможностях. Желательно еще указать обязательно информацию о конкурентах, о различиях, о недостатках, преимуществах вашего продукта по сравнению с продуктами конкурентов. Во-первых, это даст для инвестора уверенность в том, что вы разбираетесь именно в вашем продукте и в ваших конкурентах и в рынке. Также следует указывать маркетинговый план. Во-первых, здесь можно указать, именно описать ценообразование, конечную стоимость продуктов. Можно описать, из чего формируется стоимость товара, какова будет маржа от продукта у вас. Желательно также здесь указать промоушен, каким образом вы планируете продвигать, каким образом вы хотите доставить свой товар, свой продукт, свою услугу до конечного потребителя, какие каналы для этого вы будете использовать. Также требуемое время и ресурсы для реализации вашего маркетингового плана. Описать желательно также операционный план. Что подразумевается? Здесь имеется в виду описать весь производственный процесс, каждый этап, желательно описать каждый этап производства, инфраструктуру, которая у вас есть. Можете описать, какими активами вы владеете, какое оборудование у вас есть, каких специалистов вы привлекаете для производства вашего продукта. Желательно также здесь описать поставщиков сырья, какое сырье вы используете, у каких поставщиков покупаете, логистику описать. Также желательно описать альтернативных поставщиков в случае, если вы не сможете получить необходимое сырье от текущего поставщика. Очень важный момент также описать нужно будет именно команду и менеджмент. Во-первых, здесь рекомендовал бы описать именно состав учредителей, кто они, какую долю каждый учредитель владеет, принимают ли они участие в управлении компанией или просто являются пассивными инвесторами. Если есть такие, то тоже описать их бэкграунд, желательно опыт этих инвесторов, учредителей, где они ранее работали, где сейчас работают, в какой сфере. Желательно также описать исполнительный орган, какие есть ключевые позиции, кто является руководителем этих ключевых позиций, какой у них опыт. Рассказать, если есть у вас в компании там совет директоров, корпоративного управления, то об этом лучше тоже описать. Если есть какие-то консультанты, которые оказывают вам помощь в реализации вашего проекта, вашего бизнеса, то их тоже желательно указать, именно описать. В чем цель, да, описания именно команды? В том, чтобы убедить инвесторов в том, что руководство, имеющееся руководство, команда, она способна управлять вашей компанией и развивать этот бизнес. Очень важно для инвесторов еще, я бы сказал, что социальное воздействие, социально-экологическое воздействие. Важно описать, какой социальный эффект от получения инвестиций. Допустим, сколько рабочих мест вы будете создавать за счет инвестиций. Для женщин будете создавать или для молодежи. Также описать желательно, где вы будете создавать эти рабочие места. Если вы их создаете, или вы создаете их в городе, либо в регионах, где вот проблемы с именно рабочими местами. Также описать именно влияние на экологию желательно. Если есть какое-то там положительное влияние, к примеру, вы используете там для отопления уголь, а вы хотите перейти на газовое отопление, да, это тоже очень важно, что есть положительное воздействие на экологию. Ну и, конечно, описать финансовые данные,
компании. Здесь обязательно стоит описать историческую часть компании, именно исторические финансовые данные, как компания начинала, как она развивалась, динамику выручек, динамику доходов. Вот. И обязательно, конечно, прогнозную часть. Для инвестора более еще важна прогнозная часть, именно каких успехов может достичь компания и каких именно ожидать успехов от компании. Поэтому желательно, если вы прогнозную часть анализируете, то желательно указывать тот срок, который вам нужен для инвестиций. Если вы ищете инвестиции на 5 лет, то желательно указать прогноз на 5 лет. Если на 7 лет, то на 7 лет, чтобы инвестор мог убедиться в том, что вы будете успешными и каких успехов ожидать. Ну и в конце по написанию бизнес-плана определиться суммой инвестиций, которая вам нужна, видом самой инвестиции, какая инвестиция вас интересует, капитал, либо предоставление просто обычного долга, и какой вам инвестор нужен. Да? Также определиться целевым использованием, для чего вы будете использовать инвестиционные средства. Это все надо описать в бизнес-плане. По завершению бизнес-плана желательно подготовить презентацию на 10, максимум 12 листах, где вы отразили бы вот эти вышеупомянутые все пункты, только в сжатом виде, очень важные моменты, чтобы вы эту презентацию могли предоставлять каждому инвестору. Так как я не думаю, что будет целесообразно бизнес-план предоставлять каждому инвестору, с которым мы встречались, так как это, во-первых, бизнес-план объемный, обычно составляется на 30-40 страницах. И еще один момент, кстати, по написанию бизнес-плана. Когда мы говорим о написании бизнес-плана, то многие предприниматели понимают, что он должен быть написан на каком-то, на высоком и качественном уровне и должны быть написаны специалистами. Нет, не обязательно, потому что, во-первых, в этом бизнесе лучше разбираетесь вы сами, и желательно вам самим написать об этом. И, во-вторых, тот же консультант, который будет писать вам бизнес-план, он в любом случае будет всю необходимую информацию получать у вас. Вы будете в любом случае помогать именно в написании этого бизнес-плана. То есть часть работы вы будете делать. Лучше вам самому написать и потом просто проконсультироваться какими-то, я не знаю, консультантами, либо теми же инвесторами на содержание именно самого бизнес-плана. Вот. Ну и потом, в конце концов, определиться уже со списком инвесторов, какие инвесторы вам подходят в данном случае. Хотите вы местных инвесторов, либо вы хотите зарубежных инвесторов, которые могут дать большую ценность, да? Ценность в том плане, что опыт, связи могут предложить. Вот. И потом уже обращаться непосредственно к этим инвесторам. Ну, в принципе, про инвестиции тут все, и я хотел бы вкратце рассказать о нашей компании и о том, что мы предлагаем. Наша компания называется EV Frontiers, это управляющая компания. Управляем в данное время пока одним фондом, называется SAIF, Центральный азиатский фонд воздействия. Фонд зарегистрирован в Штатах и охватывает Центральную Азию. Нашим учредителем компании EV Frontiers и инициатором создания фонда является ECDI VOCA. Это американская неправительственная организация, которая долгое время, уже более 50 лет на рынке, способствует развитию сообществ, помогает развитию экономик в развивающихся странах. И она очень, в принципе, известна и у нас на рынке. В Кыргызстане работает уже более 25 лет. В основном здесь реализуют проекты USAID, Агрогоризонт, конкурентные преимущества и прочие проекты. Вот. Что мы предлагаем? Мы предлагаем мезонинное финансирование, долговой инструмент. Можем предложить также вхождение в капитал, либо комбинировать два продукта. Наши инвестиции могут быть, минимальная сумма одной инвестиции в компанию – это 150 тысяч. Мы можем рассмотреть, конечно, и 100 тысяч с тем условием, если в компании в будущем, в ближайшей перспективе есть возможность именно увеличить, есть потребности в дополнительном финансировании. Тогда мы можем рассмотреть, да, 100 тысяч тоже. И максимальная сумма пока что 500 тысяч. Это связано с тем, что наш фонд пока еще ограничен средствами. Мы сейчас работаем над увеличением. Если мы увеличим в этом году, то, возможно, и максимальная сумма будет увеличена до 700, до миллиона долларов. По срокам мы можем предложить от 3 до 7 лет
Охват территории, как я уже говорил, ориентирован на Центральную Азию, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. В Кыргызстане и Таджикистане мы уже инвестицию сделали. Ожидается сейчас инвестиция в Казахстане. Сейчас проводим оценку компании. И в Узбекистане планируем, что, возможно, в следующем году начнем именно работу на территории Узбекистана. По секторам, в принципе, все сектора для нас открыты. Нет каких-либо секторов запрещенных, но единственное, есть запрет на инвестиции в строительный бизнес и на обычную куплю-продажу. Как мы понимаем, там уже речь идет об именно поддержке инвестиций в оборотные средства. Вот. Мы поддерживаем открытых сельскому хозяйству, производству, промышленности, информационным технологиям, IT-проектам, услуги, финансовый сектор рассматриваем, объектами инвестиций. Ну, а к нам могут обратиться, мы можем инвестировать в малый и средний бизнес в форме юридического лица, либо в небанковские финансовые институты. По залогам, если говорим о долговом инструменте, да, у нас есть определенные требования тоже по залогам, но сравнительно с банками, я бы сказал, что у нас более мягкие требования. Как вы знаете, банки требуют, чтобы 100% кредитные средства, чтобы были обеспечены недвижимым имуществом, 100%, но при этом еще стоимость этого имущества должна быть там 150-200% больше, чем сумма кредита. У нас таких требований нету. И тем более предоставление недвижимого имущества в качестве залога – это не обязательное требование у нас. Мы можем просто движимое имущество взять в залог. Если инвестируем на покупку каких-то новых оборудований, то мы это же оборудование можем взять в залог. Также приветствуем гарантию именно учредителей или заинтересованных лиц в бизнесе. Требования к компаниям. Для нас интересны компании, у которых, в принципе, уже опыт, 2-3 года опыта есть в деятельности, именно данной деятельности, демонстрируют способность именно генерировать финансовую отдачу, у компании есть потенциал роста, ну и у компании нет доступа к традиционному финансированию, то есть, может быть, у компании там проблемы с залогами, да, вот такие компании, то есть те компании, которые находятся на, так скажем, на early stage, на ранней стадии и на стадии роста, вот такие компании больше интересны для нас. Вот. И, конечно, для нас важно, учитывая, что ACDI это социально ориентированная компания, для нас важно именно социальное воздействие от проекта. Во-первых, это, вот, как я уже говорил, создание рабочих мест. Если компания привержена к гендерному равенству, тоже для нас важно. Позитивные воздействия на окружающую среду. Ну, такие вот есть требования у нас. Ну, в принципе, в целом, это все, что я хотел сегодня рассказать. Надеюсь, нашли для себя интересное что-то. Если будет интересны ли вопросы или связаться со мной, вы можете по контактам, которые ниже указаны, либо обратиться в команду ПИК, я думаю, могут поделиться с моими контактами также. Вот. Спасибо, Фархат, за столь детальную и содержательную информацию. Я вижу, что в чат-боксе пока вопросов так нет, но вот что-то сейчас пришло. Так. Вопрос первый, Фархат. Так, были ли клиенты и какие условия выдачи инвестиций, а именно выдача доли инвестору? Спрашивает нас Ильяс Сатыбалдиев. Пока, на самом деле, пока что наша компания еще не инвестировали именно с участием доли компании. Мы пока предоставляем только долевой инструмент, долговой инструмент. Почему? Потому что, учитывая специфику нашего рынка, пока что нам тяжело именно определиться с выходом из бизнеса. То есть мы пока видим только возможности, когда текущий владелец обратно выкупит у нас долю. На выход, как мы знаем, на выход в IPO, на продать акции, пока для нашего рынка это очень тяжело. Поэтому мы пока еще не инвестировали в долю, но мы, в принципе, открыты. Не могу сказать, что мы не инвестируем вообще. Мы, в принципе, открыты. Обсуждаемо. Спасибо большое. Так, следующий вопрос от Джо Март. Подскажите, Фархат, какая средняя ставка по мезонинному финансированию? У всех инвесторов по-разному. Это зависит от ожиданий инвесторов. Но если говорить о нашей компании,
ставка по нашим инвестициям именно, да, она выше, чем на рынке, выше, чем, да, мы понимаем, здесь есть банковские кредиты, которые субсидируются государством, либо кредиты Росфонда, которые вот на корню все рубит, такие мизерные проценты ставки. Мы с ними не конкуренты, но наши ожидания в среднем, можно сказать, что от 15 годовых. Простым процентом переводить, то примерно такие ожидания. Но мы такой процент, что жесткий процент, что мы вот поставили вам 15% определили, все, оплачивайте 15%. Нет, мы обычно, если предлагаем кредитный инструмент, то у нас есть, мы устанавливаем определенную ставку, минимальную, там, скажем, от 3 до 5% годовых от выданной суммы, от остатка именно. И плюс к этому роялти, определенная роялти, которая будет формироваться за счет доходов компании, либо за счет выручки компании. И наша вот основная доля, она будет приходить именно от роялти, которая напрямую будет зависеть уже от выручки компании, от кэш-потоков компании. Вот. Спасибо. Фархад, тогда с вашего позволения зачитаю следующий вопрос. Джангл пишет, нужно ваш контактный номер. Мы, в принципе, Фархад, сможем, да, вывести этот слайд с вашими контактами на монитор, но также мы, как обычно, отправим вам видеозапись вебинара, и вы можете выписать для себя контактные данные AV Frontiers. Вопрос от Даниара. У меня вопрос насчет вхождения в капитал. Насколько такой вид инвестиций реально реализовать на территории Кыргызской республики, учитывая, что абсолютное большинство компаний ведут двойной учет и скрывают реальный доход? Да, хороший вопрос на самом деле. Да, понимаем, есть определенная специфика именно, которая для иностранных инвесторов кажется чем-то необычным, да? Ну, в принципе, возможно, и мы знаем уже, у нас есть на рынке инвестиционные фонды, которые уже входят, в основном они осуществляют инвестиции именно в капитал, и они уже соучредители. То есть, и мы, поэтому мы тоже видим, что мы можем инвестировать в компании. Конечно, там будут определенные требования, мы понимаем, что есть двойной учет, но тем не менее, как инвесторы, мы будем именно не то чтобы требовать, способствовать тому, чтобы компании со временем, не сразу, но со временем выходили с теневой экономики, чтобы отчет был у них, бухгалтерия была прозрачная. Во-первых, для инвестора это очень интересно, да, чтобы было именно, он видел то, что есть на самом деле. А для предприятия это тоже важно. Во-первых, понимаю, там определенные расходы будут, налоги будут нести, и доходы компании снизятся, но для компании это будет плюсом, что он будет прозрачен, во-первых, и интересен для других инвесторов, зарубежных именно инвесторов. Я думаю, здесь только будет плюс для компании. В принципе, инвестиции в капитал возможны, и если мы даже инвестируем, то да, мы будем обычно, в нашей практике мы просим, чтобы компании был аудит определенный, который независимый аудит. Мы не требуем, чтобы, конечно, чтобы большая четверка проводила, нет, независимый аудит, недорогой, но чтобы прозрачные были данные. Спасибо, Фархад. Следующий вопрос от Евгения. Пожалуйста, если можно повторить, на какой стадии должна находиться компания или проект для инвестирования, если это IT-проект? Если IT-проект, только в нашем случае можно инвестировать только на стартап-стадии. Мы можем поддерживать на стартап-стадии, если, так скажем, если это новое направление компании. То есть у компании есть другой бизнес, и они вот реализуют новый проект, и мы можем совместно, в совокупности рассмотреть на стадии стартапа даже проект. Вот. Если это единственный проект, то для нас важно, чтобы IT-проект уже как минимум работал хотя бы 1 год, чтобы у него была определенная генерация прибыли, что есть определенное подтверждение, так скажем, MVP есть у компании, да, у продукта, и что она может быть реализована. В принципе, на early stage мы можем рассматривать, на ранней стадии. Спасибо. И так, следующий вопрос
Так, назовите, пожалуйста, компании в Кыргызской республике, которых вы инвестировали, и так, в Таджикистане в том числе. Пожалуйста, просит Кирес. Если как бы эта информация не конфиденциальная, да, Фархат, мы можем поделиться? В принципе, не конфиденциальная, я могу название сказать. Это Улулу Акчол, может быть, вы уже видели. На Исикуле резорт. Совместно с компанией Акчол. Это сфера туризма. Как мы знаем, Улулу там планирует сделать такой хаб для цифровых кочевников. И для нас это проект интересен, потому что дает возможность для местного населения на Исикуле обеспечить работу круглый год, потому что резорт планирует работать круглый год. Это вот одна инвестиция здесь. А вторая инвестиция была в Таджикистане, она связана с финансовым сектором. Мы инвестировали в микрофинансовую кредитную компанию. Спасибо. И следующий вопрос от Мирлан Джумаглов. Вопрос по юридической регистрации. Если IT-компания зарегистрирована в МФЦ, Астана в Казахстане, такого рода форма компании для вас подходит или только формы ОСО и ТО? Для нас на самом деле, да, больше мы ориентированы, чтобы узаконить наши партнерские отношения. Для нас больше подходит ОСО и ТО. Спасибо. Фархат, вас время от времени не слышно, вы, наверное, пропадаете, какой-то шум появляется. Уважаемые участники, если вдруг вам что-то как бы не слышно, да, вы всегда можете потом уже обратиться в письменном виде на электронную почту Фархада. Извиняюсь за технические неполадки, конечно, но тут уже не все проконтролируешь, да, ну, не все зависит от нас, поэтому, пожалуйста, просим вас отнестись с пониманием. Фархад, вы хотели продолжить свой ответ, да, я вас перебила, кажется. Да, хотел просто дополнить, если компания даже, скажем, как ИП зарегистрирована, да, но готова поменять именно свою форму, перейти на ОСО, то к таким компаниям мы тоже открыты. То есть мы даем определенное время, сначала оцениваем компанию и даем компании, если готовы вложиться, то определенное время даем, чтобы она могла переоформиться в ОСО или в ТО. Спасибо. И следующий вопрос снова от Ильяс. Какая ставка инвестиций и могут ли быть инвестиции по исламским нормам? По исламским, в принципе, мезонинное финансирование, оно больше похоже на, я бы сказал, чем-то похоже на исламское финансирование, так как речь идет именно когда мы останавливаем роялти, именно разделение выручки и доходов, да, тогда в данном случае она больше похожа на исламский подход. Мы можем указать, допустим, не стоимость ресурсов, мы можем указать, там, что ожидание там, 2х в течение 5 лет. То есть мы не указываем нигде процентную ставку, просто говорим, да, мы вам инвестируем 200 тысяч, да, в течение 5 лет там, мы хотим возвратить это суммой 300, 350 тысяч или 400 тысяч долларов. Вот. В принципе, мы в таком формате можем работать и предложить, в принципе, можно поработать. Следующий вопрос. Добрый день. Какие условия кредитования для проектной стадии в секторе сельского хозяйства, спрашивает нас Аимжан. Если это только на стадии проекта, то, я думаю, для нас тяжело будет на самом деле войти в проект. И только у компании нет дополнительно действующего бизнеса. Спасибо. Фархад, я зачитала все вопросы, которые пришли вот на данный момент в чат-бокс. Уважаемые участники, если кто-то хотел бы включить микрофон и задать вопрос нашему спикеру, пожалуйста, мы ждем ваши вопросы. Так, вопросов, мы так понимаем, больше нет, да? Мы ответили, кажется, на все интересующие сегодня вопросы. Ну что же, тогда, Фархад, с вашего позволения, мы, наверное, будем близиться к завершению сегодняшнего вебинара. Я хотела бы
от имени всей нашей команды ПИК Бишкек, ПИК Кыргызстан, благодарю вас и, в частности, компанию EV Frontiers за сотрудничество, за предоставленную информацию и за вот столь детальную презентацию в том числе, так как презентация очень нужна, особенно для наших выпускников, да, которые ищут инвестирование, и вот такие вот вебинары очень даже актуальны и своевременные. Ну и в целом для, конечно же, нашей аудитории, которая сегодня вот участвует вместе с нами на вебинаре. Вопросов, скорее всего, осталось очень много, Фархад, да, как бы вебинаром на 1 час мы всю информацию не уместим, и, скорее всего, у участников тоже достаточно много вопросов для уточнения. Именно поэтому мы попросили Фархад добавить в слайд свои контакты, чтобы вы могли уже напрямую связаться с компанией и с Фархад, и вот, скажем так, получить такую индивидуальную консультацию под ваш бизнес. Спасибо большое всем участникам, что нашли сегодня время поучаствовать на нашем вебинаре. Если, Фархад, хотели бы добавить что-то от тебя? Да. Да, спасибо большое команде ПИК, что организовали. На самом деле круто. И всем участникам тоже спасибо. Если у вас есть на самом деле какие-то вопросы или интересуют инвестиции, да, вы можете обратиться напрямую ко мне. Вот мы отправили вам контактные данные, либо на рабочий позвоните. Мы готовы, открыты помочь, побеседовать. Вот. Спасибо. Спасибо. И новым участникам я вот хотела бы пригласить вас следить за нами, да, в социальных сетях. Мы предлагаем очень много интересных и полезных программ для поддержки и развития вашего бизнеса. И вы уже в зависимости от критериев можете подать. И став уже выпускником наших программ, мы стараемся вот для вас организовывать такие вебинары, сотрудничать с такими компаниями, как EV Frontiers, чтобы сделать финансы более доступны, да, финансы и инвестирования. Ну что же, всем тогда желаем хорошего продолжения дня. Всем всего доброго. Спасибо за ваши отзывы, за слова благодарности в чат-боксе. Нам это очень приятно. Всем хорошего дня. Спасибо большое. До свидания.